Тумгойском ущелье Горной Ингушетии выявлены новые объекты культурного наследия. Важное открытие состоялось благодаря работе, проводимой благотворительным фондом «Сафмар». В Джейрахском районе сейчас проходят археологические изыскания, предшествующие реставрации исторических памятников при полной поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. В числе башенных комплексов, реставрацию которых финансирует благотворительный фонд «Сафмар», теперь и Тумги. Уникальные памятники средневекового зодчества ингушей по сегодняшний день интригуют исследователей со всей России. Проводимые масштабные реставрационные работы на территории многих башенных комплексов помогают приоткрыть завесу тайн, которыми были окутаны эти земли на протяжении столетий. Это один из самых больших и интересных комплексов, на котором нам довелось и доводится работать. Благодаря группе «Сафмар», благотворительному фонду «Сафмар», инициатива, заинтересованность и финансирование, соответственно, позволяют нам здесь развернуть большой объем работ. Комплекс стоит на сложном рельефе. Вот с той стороны мы имеем обрыв, потихоньку спускаемся к ручью. Здесь порядка 25 жилых башен, как минимум 30 склепов и полубоевых 2. И святилище, соответственно. В комплексе Тумги насчитывается несколько десятков строений позднего средневековья. В их числе храм Тумги-Ирды, склеповые могильники и жилые башни. Для реставраторов эта миссия очень ответственная. Прежде чем начать непосредственно саму работу по восстановлению, необходимо провести археологические изыскания, снять культурный слой, который зачастую может скрывать под своей толщей немало чего интересного. Культурный слой здесь поднялся за вот эти сотни лет практически на 3 метра. Вот. Всегда ставя шурфы, мы пытаемся откопать основание башни. Вот. И, соответственно, стоя у этого раскопа и глядя вниз, мы понимаем, что нам открылся целый этаж. Таких башен, где есть дополнительные скрытые землей этажи, она не одна, здесь их много. И, соответственно, то проектное предложение, которое родится, будет разработано к марту, и разработано и согласовано, оно будет предполагать полное снятие позднего культурного слоя. На территории Горной Ингушетии больше 1500 древних башен, огромное количество храмов, святилищ и склепов. Многие из них не учтены и не внесены в реестр ввиду труднодоступности. Но сотрудники заповедника тщательно мониторят состояние башен и регулярно проводят инспекционные выезды с целью выявить неучтенные ранее памятники культуры. На восточной стороне, к восточной стороне хребта были обнаружены 3 подземных склепа. 3 подземных склепа, которые были ранее неучтены нами. Они у нас в реестре не проходили. Как мы сегодня видим, после того, как все опало, то есть сошла зелень, когда проводили работы, полевые работы, можно сказать, обнаружили и доложили нам, что есть такие-то, такие-то. Сегодня башни Тумги находятся в плачевном состоянии, но буквально в следующем году здесь, по примеру комплексов Бишт, Морч, Харп и других архитектурных ансамблей, развернутся полномасштабные реставрационные работы. На сегодняшний день мы продолжаем работы по обследованию башен. Соответственно, это комплекс работ. Это обмерные работы, это работы по обследованию состояния конструкции, это отбор проб по камню, растворам, в дерево, если мы встречаем. Все пробы мы отвозим в Петербург, они изучаются, определяется состав всего. Комплекс Тумги находится в живописнейшей части Джейрахского района, в самом центре Тумгойского ущелья и буквально закрывает вход в него. Подарить возможность потомкам лицезреть те монументальные сооружения, которые возводились нашими предками столетия назад, цель очень благородная. И совсем скоро башенный комплекс Тумги вновь станет тем самым горным аулом, буквально воссозданным из руин. Тамерлан Хамхоев, Султан Булгучев, Новости 24.